С именем Аллаха, милостивого ко всем на этом свете, и лишь к уверовавшим в день суда. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, сподвижникам и всем его последователям до судного дня. Мир вам и милость Аллаха. Настал месяц Дуль-Хиджа, месяц, в котором совершают хадж. Хадж является одним из столпов ислама. Всевышний Аллах возложил хадж на того, кто в состоянии его совершить. Хадж – один из 5 столпов ислама. Хадж и умра оба являются обязательными, а после их совершения они оба являются сунной. В Коране также есть сура, которая называется хадж. Всевышний много раз упоминает хадж в Коране, а также деяния, которые необходимо совершать во время паломничества. Это поклонение, которое Всевышний особо выделил. Поклонение делится на те, которые совершаются человеком физически, и те, которые связаны с имуществом. Например, физическое поклонение – это пост, совершение намаза, где ты должен физически трудиться. Что касается поклонения, связанного с имуществом, то это, например, милостиня, закат. Однако хадж – это поклонение, в котором объединены физические усилия и материальные расходы. В Коране сказано про хадж, где Всевышний повелел пророку Ибрахиму, мир ему, обратиться к людям с призывом. Всевышний сказал: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق حقيقة بودال أصناخي قيقة حجل إز دقيقة. Возвести людям о хаджи. يأتوك رجالا Они будут прибывать к тебе пешком وعلى كل ضامر и на всех исхудалых верблюдах يأتين من كل فج عميق из самых отдаленных мест, чтобы они засвидетельствовали то, что приносит им пользу, и поминали имя Аллаха известные дни. То есть дни Ташрика и Арафата. Над скотиной, которой Он наделил их. То есть, чтобы они поминали Всевышнего, когда будут совершать обряд жертвоприношения. Ешьте из этих жертвенных животных и кормите из этого нуждающегося бедняка, говорит Всевышний. Передается, что пророк Ибрахим, мир ему, так возвестил об этом, и ему было отвечено на его призыв. Тот, кто ответил 9 раз, совершит хадж 9 раз. Кто ответил 1 раз, совершит хадж 1 раз. Кто ответил 10 раз, совершит хадж 10 раз. Кто ответил 40 раз, совершит его 40 раз и так далее. Поэтому туда люди ходят в зависимости от того, как они ответили на его призыв. Хадж является великим поклонением. Хадж является великим поклонением, потому что обряды паломничества напоминают судный день. Слово «хадж» переводится как «желание чего-либо». В данном случае имеется в виду желание посетить Каабу, святые места, совершить столпы хаджа. Таков смысл слова «хадж». Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Поистине, Всевышний Аллах гордится за паломника перед ангелами. Он говорит: взгляните на моих рабов, то есть посмотрите на уставших, растрепанных, истощенных этих моих рабов, которые прибыли из далеких мест». Всевышний показывает ангелам, насколько сильно Он собирается их помиловать, простить, хочет показать им, насколько они Ему дороги. Таков смысл слов «Он гордится ими». Далее Всевышний говорит: «Я привожу вас свидетели, о ангелы, что я уже простил им, и таким образом Всевышний прощает их». Что касается того, что паломничество напоминает судный день, то в хадисе нашего пророка, мир ему, сказано:
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Там, где перечисляются столпы ислама, что он должен совершить паломничество, если имеет на то возможность. Под возможностью подразумевается иметь средства на дорогу и средства для тех, кто остается у него дома. То есть, если у тебя есть имущество, чтобы поехать туда и обратно, то хадж становится обязательным. Если же нет этих средств, то хадж не обязателен. Что касается того, что там все напоминает о судном дне, то это потому, что когда паломник отправляется в хадж, то он задумывается над тем, что ему будут необходимы средства, чтобы пройти этот путь. И это напоминает тебе о судном дне, что ты также и там будешь нуждаться в необходимых деяниях, чтобы пройти путь судного дня. Это во-первых. Во-вторых, это напоминает тебе, что ты должен идти туда действительно искренне ради Аллаха, не ради имиджа и показухи. Потому что, когда ты выходишь в путь, ты не взял бы с собой, например, мясо, которое только что сварил, потому что оно вскоре испортилось бы. Ты не взял бы с собой скоро портящиеся продукты. Тот, кто отправляется туда, берет с собой, например, сушеное мясо. Ты же не отправишься в путь, взяв с собой сырое мясо, потому что оно вскоре начнет портиться. Это напоминает тебе о том, что все, что ты делаешь ради показухи, это схоже с тем, как если бы ты взял с собой скоропортящиеся продукты. Выходи только ради Аллаха. Не делай тщетными свои деяния. Твои деяния будут подобны этой испортившейся еде, если они будут не ради Аллаха. Далее, ты, оставив свою страну, отправляешься в далекий путь. В Мекку и в Медину. И ты задумываешься над тем, что ты должен проявлять терпение, ведь что угодно может случиться. И ты вспоминаешь о возможных сложностях, которые ждут тебя на этом пути. Также, когда ты покидаешь этот мир, переходишь в потусторонний мир, то знай, что и там, возможно, ждут тебя сложности, к которым ты должен быть готов, подобно тому, как ты готовишься к сложностям во время хаджа. Ты готовишься, говоришь, что должен взять с собой то-то и то-то, несмотря на то, будут ли у тебя сложности или нет. Но ты все равно готовишься. Таким же образом, ты должен готовиться и к загробной жизни, ведь ты на пути к ней. По прибытию ты облачаешься ихрам. Это значит, что ты очищаешься от мирских одеяний. Облачение ихрам схоже с тем, как ты отправляешься к твоему Господу, ведь тебя оборачивают в саван. Снимая с себя мирское одеяние, оборачивают в саван, укладывают в могилу, и ты отправляешься к Господу. Прошу Всевышнего Аллаха сделать нас всех счастливыми, сделать наш исход благополучным. Таким образом, ихрам облачаются, чтобы помнить о том, что ты должен вернуться к своему Господу, сняв с себя мирское одеяние. Поэтому Всевышний гордится своими рабами перед ангелами именно в день Арафата, говоря: «Ну как вам, мои рабы, которые все собрались в этом месте и взывают ко мне, пытаясь мне угодить». Когда ты видишь Каабу, в этот момент ты воздаешь хвалу Всевышнему, говоря: «О Аллах, хвала тебе за то, что ты дал мне возможность увидеть эту Каабу, за то, что ты позволил мне добраться сюда». Такую хвалу вознося Всевышнему, понимая, что это является действительно великим делом. Сказано, что должен смотреть на Каабу именно с таким почтением. И до нас дошло, что дуа, которое ты делаешь, когда ты по прибытию впервые видишь Каабу, не остается без ответа. Также до нас дошло, что зрение улучшается, когда смотришь на Каабу. Также передается, что Всевышний ниспосылает ежедневно 120 милостей, из них 60 на тех, кто совершает обход вокруг Каабы, 40 на тех, кто там молится, а для тех, кто ничего не делает и просто смотрит на Каабу, 20 милостей. Милости Всевышнего безграничны. В данном случае под 120 милостей подразумевается, что Всевышний оказывает особую милость тем, кто совершает обход вокруг Каабы, молится там и смотрит на Каабу, прощает им их грехи, милует их. Что касается того, что люди цепляются за Каабу, когда мы стараемся прикоснуться к ней, стараемся зацепиться за ткань, которая на Каабе, стараемся прислониться к ней и делать дуа, то это сравнимо
с тем, что в судный день, в день, когда люди будут в панике, чтобы ты помнил о том, что ты должен стремиться к Всевышнему, которого ты любишь, искать спасение у Него, рассчитывать на Него в день суда, стараться приблизиться к милости Аллаха. В Каабе находится камень из рая. То, что ты стараешься прикоснуться к этому камню из рая, поцеловать его, значит обновить завет, который ты заключил со Всевышним Аллахом. В этом месте ты должен помнить о том, как говорится в дуа, который ты делаешь в этом месте. Там упоминается завет, как сказал Всевышний. «Разве я не являюсь вашим Господом?» И мы ответили: «Конечно же, Ты наш Господь». Так мы ответили: «Валла Аллаху, прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал нам жить в исламе, смерть и воскрешение, будучи верующими». Вот это прикосновение к этому камню из рая напоминает об обновлении этого завета. Конечно, не все имеют здоровье, чтобы прикоснуться к нему. Если нет такой возможности, то если ты поцелуешь свою руку и издали сделаешь жест в сторону этого камня, то это также считается обновлением того завета с Аллахом. Что касается ритуального бега между холмами Сафа и Марва, то весы Мизан – это огромные весы. Всевышний показал пророку Дауду, алейхиссалям, одну чашу этих весов. Она была настолько велика, что заполнила собой пространство между Востоком и Западом. От этого Дауд, алейхиссалям, потерял сознание, увидев эту чашу. Когда он пришел в себя, он сказал: «О Аллах, как я смогу наполнить эту чашу?» Тогда Всевышний сказал ему: «О Дауд, чашу того, кто старался угодить мне, я наполню сам. Не беспокойся об этом», — сказал он. Вот это ритуальный бег между холмами Сафа и Марва. Напоминаю тебе о твоем состоянии. Когда будешь ты бегать между двумя чашами весов, не зная, какая из них перевесит. Когда будут взвешивать благодеяния и грехи, и ты будешь бежать в правую сторону, надеясь, что перевесит благодеяния, и бежать в левую сторону, с надеждой, чтобы не перевесили грехи. Вот этот бег напоминает тебе то место, судный день. Конечно, не все будут в судный день бегать между этими чашами в суете, потому что есть те, которым будут даны крылья, чтобы они полетели в рай. Есть те, которые промчатся там, как молния. Есть те, которых не задержат у весов мизан. Дела мусульман будут разными. Но многие мусульмане столкнутся со взвешиванием своих дел на весах мизан. Ведь пророк, мир ему, сказал, что весы мизан – истина. Это бег между холмами говорит тебе о том, чтобы ты помнил как о своих благодеяниях, так и о своих грехах. Чтобы ты отчитывал себя о своих благодеяниях. Когда проходит день и ночь, ты смотришь, что у тебя из этого получилось. Ты благодаришь Всевышнего Аллаха за это. А также, чтобы был внимателен ко своим грехам, если ты согрешил, чтобы ты покаялся за этот грех, чтобы ты старался впредь такое не совершать. Потому что пророк, мир ему, сказал: «Взвешивайте свои поступки до того, как они будут взвешены на весах. Давайте отчет своим поступкам до того, как вас отчитают». Спроси себя сам до того, как тебя допросят. Что же я делаю? Поставь себе весы сам, пока тебе не поставили весы. После каждого дня и ночи размышляй над тем, что хорошего ты сделал и что плохого ты сделал. Тогда ты будешь неразлучен с покаянием, не собьешься и будешь бдительным. Что касается того, что люди останавливаются на Арафате, то это напоминает о том, как все люди будут собраны в судный день в местности Махшар. Все люди будут собраны в этом месте. Над ними будет солнце. Люди будут в грязи соответственно своим грехам. Чем больше грехов, тем больше он будет в грязи. А если нет грехов, то он не будет в грязи. Это напоминает тебе судный день, когда Всевышний Аллах покажет тебе то, что Он обещал. Стояние на горе Арафат называется вукф, то есть остановка, нахождение. Ты там должен провести один день.
И это напоминает тебе, что также судный день должен стоять. Спроси любого, кто был на Арафате. Все хотят побыстрее покинуть эту долину из-за жары, которая там. И этот день затягивается, несмотря на то, что это всего лишь один день. Все в этот день с нетерпением ждут окончания этого дня, то есть заката, чтобы побыстрее спуститься с этой местности. Также ты будешь в судный день желать побыстрее покинуть место Махшар. Говорится, что ты там на Арафате стоишь, чтобы ты знал и помнил о том, что судный день неминуем. Затем оттуда отправляется в долину Муздалифа. Муздалифа значит быть близко. То есть ты спустился с Арафата и стал близок. Близок к чему? К чему будешь ты близок в судный день? Ты будешь близок к тому, чтобы войти в рай. Близок к милости Аллаха. Когда в судный день завершится допрос, и тебя отпустят, куда тебя отпустят? Тебе скажут: иди, заходи в рай. Поэтому Муздалифа значит быть близко. Время, которое ты будешь там проводить, ты проводишь с мыслями, что вот-вот я получу свою награду. Сейчас проведу время на Муздалифе, брошу камушки, постригусь, тогда мой хадж завершается, и я получу свою награду. И Аллах меня простит и помилует. Это значит быть близко. Как в судный день ты будешь ждать награду, чтобы войти в рай. Также тебе Муздалифа напоминает эти события. Далее бросание камушек. Что это напоминает? Мы бросаем по 7 камушек в 3 местах. Изначально это место, где Иблиса забросили камнями. Их бросил Исмаиль вместе с Ибрахимом. Мир им обоим. Иблис показался в этих 3 местах, когда Ибрахим шел вместе с Исмаилем, мир им обоим, чтобы принести его в жертву. Иблис показался, чтобы испортить их веру, чтобы помешать им выполнять веления на пути Аллаха. Он явился к ним, и его забросали камнями в этих 3 местах. Смысл бросания камней заключается в том, чтобы Иблис был повержен. Каким образом он бывает повержен? Когда ты бросаешь камень, ты делаешь это, давая обещание впредь жить праведно и не совершать грехи. Что ты будешь усердно трудиться на пути Аллаха и сломаешь хребет Иблису. Таким образом, бросание камней является обещанием, поэтому считается, что он попадает в шайтана, потому что тем самым ты ломаешь ему хребет, потому что ты укрепляешься на пути Аллаха. После того, как ты завершил обряды хаджа, что насчет этого говорит пророк? Он сказал: хадж совершенно должным образом, то есть тот хадж, на который были расходованы средства, заработанные дозволенным путем, где во время хаджа ты не ссорился с людьми, не притеснял их, остерегался чужого имущества. Про такой хадж, совершенный подобным образом, про него он сказал: для такого хаджа нет иного воздаяния, кроме рая. За него ты получишь рай. У пророка, мир ему, спросили: какие деяния являются самыми лучшими? Он сказал: уверовать в Аллаха. Его спросили: а затем? Он сказал: борьба на пути Аллаха. Его спросили: а затем? Он сказал: хадж, совершенный должным образом. Хадж, совершенный должным образом. Хадж имеет такое великое значение. Поэтому пророк, мир ему, сказал: кто бы ни совершил хадж, при этом следил за своим языком, за собой, то есть не сквернословил, и следил за своим языком и телом, он сказал: такой вернется после хаджа, очистившись от грехов, словно новорожденный ребенок. Поэтому хадж – это великое дело. Поэтому насчет паломников пророк, мир ему, сказал: совершающие хадж и умру являются делегацией Всевышнего Аллаха. Если они попросят его, то он ответит им. Если они попросят его о прощении, то он простит их. Наши праведные предшественники говорили тем, кто отправляется в паломничество: помолись за меня. И мы тоже это говорим. Оно передается из поколения в поколение. Когда Умар отправлялся в хадж, ему пророк, мир ему, сказал: не забудь упомянуть своего брата в мольбе.
Представляете, насколько это великое дело, раз сам пророк, мир ему, говорил сделать за него дуа. Что касается нас, то мы получаем пользу из-за мольбы, которую сделал пророк, мир ему. Он сказал: «О Аллах, прости грехи паломнику, а также прости тому, за кого этот паломник просит прощения». Это значит, что если ты попросишь прощения, то Всевышний простит тебя из-за того, что пророк, мир ему, сделал это дуа, а также простит того, за кого ты попросишь прощения, потому что это дуа пророка, а его дуа не остается без ответа. Поэтому тебе главное оказаться одним из них, потому что пророк, мир ему, уже сделал дуа, и Аллах уже простил им. И это не подлежит обсуждению. Главное, чтобы ты пошел по этому пути. Итак, от тебя требуется, чтобы ты совершил хадж должным образом. Попросил за себя прощения, а также попросил прощения за мусульман. Прошу Всевышнего, чтобы Он принял паломничество всех, кто в этом году и последующих годах будет совершать хадж и умру. После того, как люди завершат хадж и умру, они посещают пророка, мир ему. Посещение пророка, мир ему, должно быть с особенной этикой. Как только ты будешь подъезжать к Медине, следует читать салаваты за пророка, мир ему, быть смиренным, с плачущим сердцем и плачущими глазами. Если твое сердце и глаза не плачут, то хотя бы быть со смиренным сердцем и глазами. Какие мысли должны тебя посещать, когда ты будешь езжать в лучезарную Медину? Ты должен вспоминать, что пророк, мир ему, ступал своей ногой по этой земле. Ступал своей ногой по этой земле. Он сидел здесь. Он молился здесь. Он призывал к исламу здесь. Это место, где он жил. Это место, где он покинул этот мир. С такими мыслями, вспоминая о пророке, мир ему, ты должен езжать в Медину. Имам Малик, да будет доволен ему Аллах, жил в Медине и скончался в Медине. Его похоронили на кладбище Бакия, недалеко от пророка, мир ему. Имам Малик за всю свою жизнь, находясь в Медине, ни разу не сел верхом на коня и верховое животное. Он садился верхом только тогда, когда покидал территорию Медины. Он не садился там верхом из-за боязни того, что он наступит на то место, куда ступала нога пророка, мир ему, когда он не был верхом. Из-за этого ни разу не ездил там верхом. Как ты думаешь, как сильно он думал о пророке, мир ему? Он никогда не выходил из его сердца. Когда человек встает рядом с могилой пророка, мир ему, и приветствует его, то по этому поводу есть высказывание пророка, мир ему. И нет разницы, далеко ли он от него или близко. Он сказал: «Кто бы не приветствовал меня из мусульман, то Всевышний обязательно возвращает мою душу в мое тело, и я отвечаю на его приветствие». Когда ты заходишь в Медину, он знает тебя по имени, что ты зашел в Медину. Он отвечает на твое приветствие. Он видит твое поклонение, твой нрав, твой плач, видит, как ты погрузился в забытие, как ты впечатлен, и, смотря на твое поведение, будет гостеприимство. Если ты будешь вести себя как попало, то ты вернешься домой как попало. Если же ты, осознавая, куда ты попал, будешь вести себя как положено, то и тебе будет оказан прием как положено. Поэтому, когда заходишь в Медину, нужно проявить уважение к пророку, мир ему, насколько это возможно, а также с таким же уважением уйти оттуда. Поэтому является сунной совершить рауды, прощальный намаз из 2 ракаатов, и он является сунной. Как бы часто мы не посещали Мекку и Медину, эти 2 города от этого не теряют свою значимость. Как бы часто ты их не посещал, ты не должен вести себя бестактно. Как бы много ты не видел Каабу, как бы часто ты не был Рауде, ты должен вести себя, как будто это у тебя впервые в жизни. Почитать, уважать, быть этичным, смиренным, взывая к Всевышнему, читая салаваты за пророка, мир ему, обращаясь к нему, чтобы он помолился Аллаху за тебя. Таким образом, ты должен вести себя.
Всевышний говорит в Коране: «Если бы они, поступив несправедливо к себе, пришли бы к тебе, о пророк, и они попросили бы Аллаха прощения, и посланник попросил бы за них прощения, то они нашли бы Аллаха принимающим покаяние, милующим». Послушай внимательно. Если они совершат грех, будут к себе несправедливы и придут к тебе, о пророк, и они попросят прощения у Всевышнего, и Всевышний, указывая на высокое положение пророка, мир ему, не говорит: «И если ты попросишь за них», а сказал: «И посланник за них попросит прощения, чтобы возвысить его». И что тогда будет? Тогда они найдут Всевышнего, принимающим покаяние, милующим. Поэтому тот, кто посетил могилу пророка, мир ему, сперва поприветствует его, потом скажет: «Мы поступали несправедливо к себе, совершив грехи. Попроси же за нас прощения у Всевышнего Аллаха, о посланник Аллаха». Таким образом должно быть посещение пророка, мир ему. И нет никаких сомнений, что Всевышний простит грехи. Ведь Всевышний же говорит: «То они найдут Аллаха, принимающим покаяние, милующим». Почему он сказал «Тауабур Рахима», а не «Гафурур Рахима», потому что он простит грехи, примет покаяние и помилует. Таким образом толкуют этот аят. Прошу Всевышнего Аллаха принять паломничество. Прошу паломников не забывать нас во время мольбы. Мы, когда отправимся, даст Аллах, будем друг за друга делать дуа, никого не забудем. В день Арафата паломнику нельзя поститься, а те, кто остается дома, пусть постятся. В день Арафата, в день праздника жертвоприношения и в другие дни будем молиться друг за друга. Прошу Всевышнего Аллаха своей милостью оберегать нашего главу Рамзана Хаджи. Он каждый год отправляет людей в паломничество. Прошу Всевышнего, чтобы он воздал нашему главе Рамзану Хаджи и его матери Эймане Хаджи за то, что они исполняют желания людей. Они прилагают огромные усилия на этом пути, дают возможность нуждающимся совершать обряды жертвоприношения, отправляют людей в хадж и умру со всех сторон, удовлетворяют нужды нуждающихся людей. Прошу Всевышнего Аллаха удовлетворить их нужды, оберегать их, чтобы Он дал им все, в чем они нуждаются в этом мире и в загробной жизни. Прошу Всевышнего оберегать нашего руководителя Рамзана Хаджи. Прошу, чтобы Всевышний оберегал всех нас, а также наших братьев, которые трудятся в Украине. Прошу Аллаха даровать им успех, силу, чтобы земля и небо для них были безопасны, чтобы они вернулись здоровыми и невредимыми к своим семьям с победой. Прошу Аллаха, чтобы Он уничтожил своих врагов и возвысил ислам и мусульман.